Крымский вечер с радио «Крым Реалии». Как убийство российских журналистов в Африке связано с оккупацией Крыма? Вернется ли Сергей Аксенов из отпуска? Почему туристы в Крыму боятся заходить в море из-за медуз? И почему некоторые европейские политики не боятся приезжать в аннексированный Крым? А с вами Александр Янковский, я Катя Некречи. Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105,9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Крым в центре внимания. Ну а начнем мы нашу сегодняшнюю программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» с того, что расскажем вкратце о том, что у нас было сегодня в утреннем эфире. Итак, в Крыму представили новые данные по количеству туристов на полуострове. По словам российского министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, поток приезжих с начала года уже превысил отметку в 3 миллиона человек. По его словам, это на 25% больше, чем годом ранее. Особенно загружен южный берег Крыма. Эти данные в утреннем эфире радио «Крым Реалии» прокомментировал председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов. По его словам, сейчас в Крыму нет объективного способа подсчитать количество приезжих, так как сейчас считаются все подряд в аэропорту Симферополь, на Керченском мосту и паромной переправе. Но Бурдонов подчеркнул, что если данные местных властей соответствуют действительности, то теоретически приток капитала в бюджет полуострова исчисляется миллиардами долларов. Если брать эти цифры, то это уже $1,5 миллиарда должны въехать в Крым, да, то есть это порядка 100 миллиардов рублей. Да, они должны заехать в Крым с туристами, остаться в Крыму и запуститься в оборот по Крыму, там, отель или там пансионат, он же тратит на себя, но он же оплачивает налоги, он оплачивает услуги электроэнергии, воды, ремонта, закупает товары, и дальше деньги пошли в оборот. Если их пометить, эти деньги, то они в обороте Крыма будут крутиться там 10-15 раз, грубо говоря, при купле-продажах каждый раз налогооблагает, и уходя в бюджет. За год они все в бюджет уходят, должны, по идее, уйти, если не вывезены из Крыма. И тогда получится, что в обороте Крыма это 2/3. Но это по идее. А вот специалист по региональному развитию и бывший руководитель управления Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым Игорь Кобеля полагает, что данные российского руководства Крыма в отношении туристов сильно завышены. Все процессы, которые связаны с туристическим потоком в Крыму, это далеко не экономические процессы, а это политические процессы, поскольку это платформа, на которой всему миру хотят доказать, что вот живется лучше, чем жилось когда-то при Украине. То есть это конкретная амбиция президента Российской Федерации. Поэтому вокруг этого постоянно идут манипуляции. Мы занимались учетом туристов очень долгое время. При Украине это делалось через ЖД 63%, через точки Чонгар, автотранспорта, через Симферопольский аэропорт и через Керчь, через переправу. То есть это подсчитывалось, и цифра получалась приблизительно реальной. Ну а сейчас эта цифра, она подсчитывается просто, и как об этом говорили сегодня в утреннем эфире радио «Крым Реалии», просто всех въезжающих считают за туристов. Ну и к другим новостям продолжает Екатерина Некречь. Еще одна тема. Крымчан с российским паспортом высылают из ЕС. На прошлой неделе российское информационное агентство РБК сообщило, что супругам Натальи Кушнаренко и Михаилу Бережному угрожает депортация из Финляндии в Украину за то, что свои российские паспорта они получили в Крыму. В Финляндию семья въехала в прошлом году по туристическим визам, полученным в Санкт-Петербурге. В Финляндии они зарегистрировали предприятие, на основании чего в сентябре прошлого года подали документы для получения вида на жительство. В утреннем эфире радио «Крым Реалии» эту информацию подтвердил украинский дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Финляндии Андрей Алефиров. По его словам, визу крымчане с российскими паспортами получили случайно, благодаря простому человеческому фактору. По-перше, просто звичайно людський фактор. Чому? Оскільки кожного року десь до мільйона віз в Генконсульстві в Санкт-Петербурзі оформляються шенгенських віз. Тому, очевидно, звичайно людський фактор в цьому випадку. Але тут важливіше інше, розумієте? Тут ніякого протиріч немає, оскільки відповідає до українського законодавства. Відповідає, власне, остання інстанція – це не консул, а остання інстанція вже тут, коли ти перебуваєш в країні і міграційні влада має можливість більш детально перевірити ті чи інші документи, і більш детально перевірити, на якій підставі та чи інша особа перебуває тут, будь-якого громадянства. Директор Центра общественных исследований «Украинские меридианы» Дмитрий Левус считает, что этот прецедент приведет к усилению проверки российских документов.
Вполне может быть, что где-то взгляд на туризм, он может быть немножко так легче, скажем так, легче отношение к тем российским документам, по которым люди въезжают. Но может получиться так, что именно вот этот случай теперь делает двойной фильтр. Вот как раз, если раньше не обращали внимания для туристических виз, если это не техническая действительно ошибка, как говорит господин Алифиров, я думаю, что скорее всего все-таки он прав, то теперь даже при получении таких туристических виз с российскими паспортами, как минимум финские консульства будут больше обращать внимание на регион происхождения. Эксклюзив. Ну а мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. Слушайте нас на 105,9 FM. Начнем мы ее вот с чего. Это, наверное, одна из самых шокирующих новостей вчерашнего дня. Она пришла из Африки. Убит известный всему журналистскому сообществу, не только журналистскому, Орхан Джемаль. Пытается связаться с посольством России в Центральной Африканской Республике, чтобы выяснить более подробную информацию, обстоятельства гибели съемочной группы. Выражаем сожаление и сочувствие семьям, близким погибших коллег. Это, конечно, шок, цитирует ТАСС секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира. Ранее в Министерстве иностранных дел России подтвердили гибель 3 российских граждан журналистскими документами в Центральноафриканской Республике. Как сообщается на сайте ведомства, погибли 3 человека, имевших при себе журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Ранее Орхан Джемаль несколько раз выступал на российском телевидении, публично давал интервью и говорил о том, что для Москвы крымские татары нежелательное меньшинство. Орхан Джемаль хорошо известен в Крыму. Он родился 12 ноября 1966 года, с 1995 года работал в газетах «Вечерняя Москва», «Независимая газета», работал на Северном Кавказе, Афганистане, Ираке, Ливане и Сирии. А в 2005 году стал учредителем, исполнительным директором агентства журналистских расследований «Следственный комитет». И вот по разным данным он поехал в Центральноафриканскую Республику вместе со своими коллегами для того, чтобы снимать документальный фильм о частной военной компании «Вагнера», которая была замечена и в Крыму, и на временно оккупированной территории Украины на Донбассе. Насколько это связано, это убийство может быть связано, мы сейчас попробуем услышать версию Арсена Жумадилова, советника главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, приветствую вас. Добрый вечер. Арсен, как вы думаете, действительно ли это убийство журналиста Орхана Джемаля может быть связано с его профессиональной деятельностью, с тем, что он готовил этот документальный фильм про частную военную компанию «Вагнер»? Я предполагаю, что эта версия в нормальном государстве должна была бы быть взята как основная для расследования, для оценки всех обстоятельств именно в таком ключе. Не думаю, что в Российской Федерации придут именно к такому выводу. Скорее всего, будет сказано о каких-то террористических группировках в самой Центральноафриканской Республике. Что же касается ЧВК «Вагнер», то мы знаем, что, если не ошибаюсь, вот тот whistleblower, да, то есть тот человек, который указал на огромные потери ЧВК «Вагнера», которые они понесли ранее в Сирии. Тогда, вы помните, недавно была история о том, что около 200 наемников было убито со стороны американских войск, когда они попытались, эти наемники, напасть на одну из нефтяных баз в Сирии, была под контролем американцев и демократической оппозиции. Так вот, тогда в Российской Федерации всячески старались скрыть эту информацию, но все равно она просочилась в СМИ, просочилась благодаря некоторым лицам, которые по состоянию на сегодня уже тоже в мире ином, то есть они были убиты. В любом нормальном государстве версия того, что их журналистская деятельность, связанная с расследованием деятельности этой военной организации, она была бы взята за основу. В России это будет не так. Угу. Арсен, скажите, пожалуйста, вот в крымско-татарском сообществе, скажем, насколько известен был Орхан Джемаль? Если его уважали, то за что уважали? Я вам скажу, наверное, так откровенно, до 2014 года крымские татары были очень слабо интегрированы в это мусульманское пространство Российской Федерации и
народов Российской Федерации и народов, соседствующих с Россией. Почему? Потому что мы были в информационном пространстве Украины, мы были ориентированы на те события, которые происходили в Украине. И, соответственно, об Орхане Джемале, как и о Гейдаре Джемале, его отец, который также, как известно, был очень влиятельным, широко читаемым публицистом, в среде крымских татар не было известно много. Но с 2014 года действительно появился спрос на то, чтобы понять вообще, а что такое ислам в России и почему в Крыму начало происходить то, что происходит. То есть это давление со стороны властей, это однозначный запрет некоторых организаций, это преследование верующих, преследование инакомыслящих. И тогда мы начали интересоваться, где же те люди, которые могут нам человеческим нормальным языком честно и открыто пояснить, что есть ислам в России. Потому что официальные лица, официальное духовенство, формальные элиты вот этих национальных республик в Российской Федерации, конечно же, очевидно, они транслируют штампы, они транслируют те месседжи, которые им спускаются сверху с Кремля, и это было абсолютно неинформативно. Тогда вот для нас и Орхан Джемаль, и Гейдар Джемаль, они стали вот такими где-то первооткрывателями понимания вот всей той, на самом деле, бездны, моральной бездны, этической, какой угодно, которая имеет место быть в Российской Федерации, когда речь идет о мусульманах, когда речь идет об исламе. И тогда вот Орхан Джемаль, в частности, стал известен своими очень открытыми, хорошо сформулированными, хлесткими высказываниями в эфире канала НТВ, и затем чуть позднее в эфире канала. А если можем, вот вам лично что запомнилось больше всего из его высказываний? Хотя бы одно какое-то. Мне, наверное, запомнилось то, что вот он, в отличие от снова-таки формальных элит, которые имеют место быть в Российской Федерации, он открыто призывал к тому, чтобы мусульмане в России, чтобы мусульмане на постсоветском пространстве, чтобы они не увлекались и не поддавались обману, который пытаются навязать Российская Федерация, что мы есть российский народ, у нас есть какие-то общие ценности и так далее, и так далее. То есть он открыто говорил о том, что Российская Федерация для мусульманских народов в России это не есть ценность сама по себе. Это вот просто то государство, где они живут, но не стоит его идеализировать. И уж точно не стоит из него делать идола. Спасибо огромное. Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Я напомню только, что еще одно интересное мнение я встречал по поводу смерти, убийства Орхана Джемаля, о том, что об этом пишет, кстати, российский социолог Игорь Эйдман. Он пишет, что вот в России можно снимать все, что угодно, даже там про Медведева, а вот про частную военную компанию «Вагнер» нельзя, потому что вот будет такая расплата. Та самая частная военная компания, которая подозревается в участии при захвате, при российской оккупации Крыма и Донбасса. Ну а с вами «Крымский вечер» на радио Крым Реалии, 105,9 FM. Слушайте нас в Крыму и смотрите наши трансляции в Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Мнение. Президент Словацкой Республики Андрей Кискас в своем выступлении 31 июля отметил, что российское объединение байкеров «Ночные волки», очень знакомые крымчанам, значит, что они рядом со специальными подразделениями российской армии принимали участие в военных операциях в Крыму. «Ночные волки» являются инструментом режима, занимаются отторжением территории соседней страны, аннексией части Украины, что противоречит международному праву, отметил словацкий президент, обратив при этом внимание на то, что Словакия не признала и не признает аннексию Крыма. По мнению президента Словакии, деятельность байкерской банды, это его цитата, является очевидным риском для безопасности страны. Ну и он также призвал правительство страны сформировать необходимые условия для эффективного вмешательства против деятельности сомнительных объединений, которые распространяются в России.
Также следующие новости, Давай, которые... слушай, Да. я вот сейчас, я хочу напомнить просто, что нас можно не только слушать на 105,9 FM, это «Крымский вечер» на радио Крым Реалии, но также и смотреть наши видеотрансляции в Ютьюбе и в Фейсбуке. Вот тут, кстати, нам из Крыма пишут, что в Ялте все маклеры плачут, это комментирует ту новость о том, что в Крым приехало уже якобы приехало более 3 миллионов туристов. В Ялте все маклеры плачут, что людей мало, и сомневаюсь сильно в этих цифрах. Ну, вот есть и такое мнение, в том числе. И мы продолжаем нашу программу. Через несколько секунд в нашей студии мы обсудим вообще, да почему, несмотря на европейские и американские санкции, в Крым приезжают депутаты парламентов национальных, а также даже некоторые депутаты европейских парламентов, ну, из Европейского Союза. И для чего вообще делается вот это все представление? Для кого? Кто их основной зритель? Это мы обсудим с политологом Михаилом Бессарабом через несколько секунд в студии радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью в эфире радио Крым Реалии. Это «Крымский вечер» в эфире радио Крым Реалии на 105,9 FM. С вами Александр Янковский, а в нашей студии Михаил Бессараб, украинский политолог. Михаил, приветствую вас. Доброго дня. Значит, начнем мы вот с чего. Сегодня на Фейсбуке появилось достаточно интересно, на Фейсбуке, не совсем вот везде на Фейсбуке, а на странице, которая называется «Петро Порошенко, президент Украины». Там появилась очень интересная надпись, что президент Украины Петр Порошенко планирует выдвинуть против России иск за нанесенный ущерб на Донбассе. Российская агрессия на востоке страны привела к уничтожению инфраструктуры, предприятий, экономического потенциала Донбасса и Крыма. На своей странице в Фейсбуке президент также заявил, что Киев больше не должен ждать ни минуты и необходимо сформулировать консолидированные претензии к Москве. Я обратился к кабинету министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Написано на странице Порошенко в Фейсбуке, и добавлено, что появление такой комиссии предусматривается принятым в январе 2018 года законом о реинтеграции Донбасса. У меня вопрос к нашему гостю Михаилу Бессарабу, вот даже их сразу несколько, но начнем по порядку. Вот этот межведомственный координационный орган, что это такое вообще? Ну, по-перше, я хочу сказати нарешті, бо закон справді було ухвалено достатньо давно, тим більше в умовах війни це ціла вічність. Ми розуміємо, наскільки важливим був цей закон. Закон визнає факт збройної агресії Росії і не лише на території Криму, але й на Донбасі, і факт окупації цих територій. Ми пам'ятаємо, що дуже довго тривала дискусія про те, що Крим у нас офіційно визнавався окупованою територією, а Донбас у нас, ну... І в цьому отличие було, да, в невизначеному статусі. Це була довга гра Путіна, який хотів розвести ці два питання, надати різного трактування подіям в Криму і на Донбасі. На щастя, група експертів, ну, узагальнимо її під керівництвом, умовним керівництвом Володимира Василенка, відомого правника, міжнародника українського, все-таки достукалася до вищих чинів нашої держави, і протиснула буквально цю ідею про ухвалення цього закону. Цей закон важливий в тому числі і тим, про що ви зараз говорите, це формальна чи законна підстава для формування міжвідомчого органу, який повинен зайнятися питанням узагальнення обсягів і видів збитків, яких зазнала Україна внаслідок збройної агресії, внаслідок окупації Криму і Донбасу. Це важлива основа для позивання України в перспективі до Росії, або ж вимоги компенсувати ці збитки внаслідок поразки Росії. Так? А когда вы говорите о том, что Украина будет подавать, ну, какие-то иски, например, в суд, или, ну, понятно, если напрямую к России, Россия их отвергнет, эти требования, а если в суд, то о каком суде вообще может идти речь? Где это может рассматриваться? Ви знаєте, зараз говорити про це зарано.
Я просто періодично спілкуюся з професором Василенко. Він був суддею Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, він взагалі дока в цих питаннях. Я йому ставив ці прямі запитання про те, куди саме можна позиватись, яка перспектива. Загалом ми не повинні зациклюватись на тому, в які саме суди ми підемо. В міжнародний арбітраж, чи це буде Міжнародний кримінальний суд, перед яким постане вище керівництво Російської Федерації, чи це буде наслідком якихось мирних угод, які будуть підписані за підсумками, ну, скажімо, такого тривалого протистояння і врешті-решт капітуляції, поразки Росії. Так, невідомо, хто буде за цим столом. Ну, це можливо. Я вам скажу, що дуже цікава історія. Радянський Союз почав готувати чи узагальнювати свою претензію до гітлерівської Німеччини, я не пригадую зараз, це, мабуть, був 42-й рік. Тобто тоді, коли ще було до перемоги над гітлерівською Німеччиною, я не знав, чесно. Це факт, це історичний факт. До перемоги було ще дуже і дуже далеко. Тобто це було далекоглядне рішення. Уявіть собі, що на момент закінчення війни, чи там кількох років після війни, у Радянського Союзу, у країн-переможців не було б узагальнено так, цих збитків. Потім, через там роки, десятиліття, може бути дуже складно відмотати назад. Давайте к следующему вопросу, потому что на самом деле это очень интересно. Есть уже и министерство по временно оккупированным территориям. Зачем необходимо создание еще дополнительного органа? Почему это не могло заниматься этим министерством, на ваш взгляд? Мені здається, що потенціалу міністерства недостатньо для того, щоб займатися такою серйозною роботою. Тут предмет розслідування цієї комісії, він лежить на перетині компетенцій цілої низки міністерств і відомств. Тут і Міністерство юстиції, і Міністерство оборони, і Міністерство у справах тимчасових територій, тимчасово окупованих територій, Міністерства інфраструктури і багатьох Міністерства закордонних справ, багатьох відомств. Тому потрібно надати статус, окремий статус. Це не означає, що це робиться для того, щоб роздувати штат, винятково для того, щоб полегшити логістику, обіг документів і пришвидшити процес узагальнення цієї інформації. Понятно. Давайте идем дальше. Значит, также вот Порошенко дописал в своей записи на Фейсбуке о том, что ожидает от правительства Украины детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным. На ваш взгляд, вот речь будет идти только о Донецкой и Луганской областях или о Крыме и, например, Херсонской области тоже? Ви знаєте, я от в цій частині не зовсім погоджуюсь з підходом. Я вважаю, що прифронтові зони – це зони пріоритетного враження ворогом у випадку ескалації конфлікту або ж, ну, не знаю, там, тимчасових спалахів, так, протистояння. Ми бачили, що відбувається в Авдіївці, наприклад, так, і інвестувати колосальні ресурси у відбудову і цих територій, у будівництві на території цих міст і селищ, там, значить, якихось зразкових населених пунктів, ну, це не зовсім далекоглядно, оскільки ці території загрожені доки триває збройне протистояння. А розмови про те, що ми повинні, розбудовуючи інфраструктуру, таким чином агітувати мешканців окупованих територій, щоб вони швидше захотіли повернутися до України, це теж хибний підхід, бо про що він говорить? Це він натякає нам на те, що у нас внутрішнє протистояння, у нас громадянський конфлікт, і ці території взбунтувалися через те, що їх не влаштовували умови проживання в Україні. Ми ж прекрасно розуміємо, що все, що там відбувається, це наслідок збройної агресії і окупації цих територій ворожою державою. Понятно. Да, дальше. Теперь, значит, вот есть уже реакция от Государственной Думы России и от Совета, даже члена Совета Федерации на это заявление. Казалось бы, да, оно сделано, знаете, не на пресс-конференции, просто это сила какая-то соцсетей на сегодняшний день. Просто запись в Фейсбуке на странице президента Украины. Но есть уже и реакция. Значит, заявление Порошенко рассчитано на популярность в массах в преддверии президентских выборов и сделано от отчаяния, заявил депутат Госдумы России Сергей Шаргунов. Ну, вот такое есть мнение. И есть еще мнение Ольги Кавитиди. Это член Комитета Совета Федерации от аннексированного Крыма, которая говорит, сказала в интервью Russia Today, что причиненный народу Донбасса ущерб вследствие гражданской войны, не мои слова, слова Ольги Кавитиди, развязанный режимом Порошенко, подлежит несомненному возмещению. Уверена, рано или поздно состоится заседание военного трибунала, на котором будут рассмотрены преступления, совершенные украинским
украинским лидером и представителями его режима. Это слова госпожи Ольги Кавитиди, бывшего депутата Автономной Республики Крым. Да, по-моему, могу ошибаться, да, сейчас. По-моему, была, да, она депутатом Автономной Республики Крым, а сейчас она член Комитета Совета Федерации, причем по обороне и безопасности. А на ваш взгляд, вообще вот при каких-то условиях возможно такое, что Россия будет требовать от Украины какой-то компенсации? Ну, звичайно, що логіка Росії зараз полягає в тому, щоб переконати, що Крим відібрано чи анексовано у законний спосіб, про що говорить Росія внаслідок референдуму, так, чи за підсумками результатів референдуму, так званого референдуму, який там нібито було проведено. Все, що відбувається на території Донбасу, це наслідок громадянської війни і Ну, це ви російську логіку, да. І завдання Росії полягає в тому, щоб покласти на Україну, по-перше, політичну відповідальність за все, що там відбувається, а по-друге, покласти на шию українського платника податків весь цей тягар фінансових матеріальних зобов'язань за компенсацію за відбудову цих територій. Логіка Росії полягає саме в цьому. Якраз от рішення України про формування цієї комісії і формування консолідованої претензії ще раз наголошує на тому, що у нас є факт агресії, факт окупації, і все, що там накоїла Росія, за це повинна відповідати Росія і російський платник податків. Я напоминаю вам, что вы слушаете радио Крым Реалии, Крымский вечер. Мы вернемся в студию через пару секунд. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Вы продолжаете слушать радио Крым Реалии на 105,9 FM, а также смотреть трансляции наших программ в YouTube и в Фейсбуке. Делайте это прямо сейчас. Можно также тут и комментировать наши программы и задавать вопросы. Да, вот самые разные тут, ну, социальные сети живут своей жизнью. Им даже часто тем, кто комментирует, уже достаточно просто друг с другом общаться, о том они самые разные версии значит, выдвигают. Но когда будут вопросы, обязательно зачитаю. Есть у меня вопрос к нашему гостю Михаилу Бессарабу, украинскому политологу. Евросоюз ввел санкции в отношении 6 компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив. Соответствующее решение было опубликовано в официальном журнале ЕС. Среди них оказались 2 компании российского бизнесмена Ротенберга. Это Мостотрес и Стройгазмонтаж. Обе компании ранее были включены в американский санкционный список. Также в список ЕС попали Институт Гипростроймост Санкт-Петербург, судостроительный завод «Залив», это уже Крым, Стройгазмонтаж Мост и Вологодская АО «ВАТ». И напомню, что 18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции в отношении аннексированного России Крыма. Ну, в смысле, в отношении России, но которые касаются Крыма. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои подразделения на территории ЕС и будут действовать до 23 июня 2019 года. На введение санкций отреагировала снова-таки Россия. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, введя новые санкции за строительство Крымского моста, ЕС ведет подрывную политику. Но давайте так, вообще эти санкции, для чего были необходимы дополнительные европейские санкции, когда вот только вот 18 июля были продлены еще целые санкции на год? Ну, очевидно, для того, щоб підкреслити незмінність позиції Європейського Союзу, бо ми бачимо, що санкції, які застосовані щодо Росії, не змушують Путіна згорнути свою політику. На жаль, продовжується спорудження, в тому числі таких великих інфраструктурних проєктів, в розрахунку на те, що Крим вже завжди буде російським. І це важливий сигнал. Ви знаєте, для мене це значною мірою несподіванка, особливо зважаючи на дискусію, яка зараз триває в Європейському Союзі, і дедалі частіші заяви про те, що треба повертатися до колишніх взаємин з Росією. Але це рішення фактично показує, що
великий запас інерційного ходу, так, західної бюрократії. Вони довго ухвалюють рішення, це те, про що часто говориться, але якщо ці рішення ухвалюються, то вони мають велику інерційну силу. Но также и достаточно долго они вводятся, да? Потому что первые санкции, например, Европейского Союза, насколько я помню, такие существенные, да, они появились только аж летом 2014 года, прошло с момента оккупации аннексии Крыма несколько месяцев. Но вот что интересно, значит, представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Запад действует последовательно, поощряя тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма, сказала Захарова. А вот, например, крымские депутаты считают, что санкции, наоборот, скажутся положительно на экономике. Есть такой в Крыму депутат, теперь уже российского парламента Крыма Алексей Черняк, а ранее депутат Автономной Республики Крым, он сказал, на санкции уже давно никто не обращает внимания, и вообще у нас все будет хорошо. Так где логика? То есть санкции действительно бьют, или вот санкции только на пользу? Ну, практика – це критерій істини. Да? Якщо ми подивимось на те, що ми маємо сьогодні, і от глянемо на ретроспективу санкційної політики Заходу щодо Росії, мабуть, можемо зробити висновок, що того санкційного пакету, який і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз застосували до Росії, недостатньо для того, щоб Росія згорнула свою агресивну політику, і не лише щодо України, але й щодо західних країн. От, зрозуміло, що їх недостатньо. Санкційний тиск потрібно посилювати. Росія справляється. Так, і було достатньо багато публікацій, які вказували на те, що після певного такого шоку тимчасового Кремлю вдалося пом'якшити негативний ефект від санкцій для російської економіки. Ну і плюс ми ж повинні розуміти, що там зовсім інша логіка пріоритетів, фінансових пріоритетів для політики Кремля. Ця країна в останню чергу згорне фінансування експансіоністських проєктів. Так? Тобто, передусім уріжуть зарплату вчителям, там, я не знаю, науковцям, бібліотекарам, працівникам музеїв там, чи вихователям в дитсадках, аніж уріжуть видатки на Збройні сили Росії, аніж уріжуть видатки на будівництво таких інфраструктурних проєктів, які мають передусім політичне значення. Оскільки міст – це додатковий засіб для блокади Азовського моря, для перетворення цього моря фактично у внутрішнє море Росії. Це те, про що вже зараз говорять і в Україні, і на Заході. Вообще, это, конечно, очень интересная ситуация, когда говорят, часто сравнивают вот эти нынешние санкции 2014 года и дальше с теми санкциями, под которыми жил Советский Союз. Но дело в том, что вот тот же самый Советский Союз, это была страна не с рыночной экономикой. И каких-то европейских бизнесов тогда, европейских, американских бизнесов на территории Советского Союза не было. Если и строились заводы, да, то это были не совместные предприятия или какие-то прямые иностранные инвестиции, это были, просто Советский Союз покупал какие-то технологии или воровал эти самые технологии. Поэтому, тяжело, наверное, говорить. Я не знаю, да, я пока не могу найти ответ на этот вопрос, насколько это действительно вот эти санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, они отпугивают желание тех же самых бизнесменов из Европы и США работать в России. Я сейчас не про Крым аннексированно говорю, а в самой Росії. Ви знаєте, справді порівняння не зовсім коректне сьогоднішньої ситуації, тієї ситуації, яка була, з двох причин. Передусім ми повинні усвідомити, мабуть, так, що тоді західний блок держав був більш монолітним все-таки. Да? Тобто була провідна і визначальна, і беззаперечна лідерська роль Сполучених Штатів Америки і Європа, яка орієнтувалась на США і розуміла, що ключ до власної безпеки знаходиться у Вашингтоні. Тобто не було цих конфліктів, дискусій про те, значить, Європейському Союзу там миритися з Росією чи покращувати стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Потому что танки, наверное, российские, советско-российские, дали СССР, они стояли на Эльбе, это было совсем рядышком, да, а не где-то там далеко. Звичайно, загроза була більша, відповідно, рівень мобілізації в західному блоці був значно більшим. Тим більше, Німеччина на той період ще не була такою самодостатньою, вона була розділеною. Сьогодні оцей фактор Німеччини, яка все-таки пробує десь вийти з-під крила Сполучених Штатів Америки, зіграти власну роль, спробувати десь зіграти якусь сепарацію Європейського Союзу щодо Сполучених Штатів Америки, це додатковий деструктивний фактор для західного блоку держав. Плюс ситуацію у Вашингтоні і в Сполучених Штатах, вона теж не безхмарна, да, і не дуже проста.
і не така, як нам хотілося б, так, напевно. От, і ви правильно підмітили, тоді Союз був більш замкнутим утворенням для тодішнього істеблішменту. Да? Ну, тоді теж були свої бізнесмени, да? Тобто вони, звичайно, займали партійні посади, але це були олігархи тодішні. У них не було іншого варіанту. Тобто джерело для збагачення у них було винятково на території Радянського Союзу і союзних держав, які входили до соціалістичного табору. Они не могли что-то купить, какой-то завод, фабрику, да, там, или большую недвижимость за границей. Оця прозорість кордонів і проникнення російського бізнесу на Захід, це не лише послаблення Росії і монолітності російських еліт, але це також і послаблення західних еліт. Оскільки ми бачимо, як Захід зараз залежить від російського капіталу, тому що, здавалося б, так, але усі зароблені чи вкрадені на території Росії гроші, вони всі вивозяться на Захід, вони всі інвестуються в західну економіку, там купується нерухомість, там купується бізнес, і зрозуміло, що західні країни зацікавлені в притоці цього капіталу. Тому оця взаємна залежність, вона сформувала зовсім іншу ситуацію, зовсім інші взаємини між західними країнами і сучасною Росією. По відношенню до того, якими вони були між Радянським Союзом і Західним блоком, вони були жорстко конфронтаційні. Зараз є багато взаємозалежностей. Михаил Бессараб, политолог в студии радио Крым Реалии. Напоминаю вам, что слушайте нас на 105,9 FM и смотрите прямые трансляции наших программ и звоните к нам в эфир по телефонам. Телефоны я не помню наизусть, я их напомню чуть позже. А сейчас, вот о чем я хотел еще спросить. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Украины намерено инициировать санкции в отношении предприятий частной компании, которые были вовлечены в процесс строительства Керченского моста. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба украинского министерства. Речь идет о 19 юридических лицах и 22 физических лицах, вовлеченных в процесс строительства Керченского моста. Очень простой вопрос. Санкции европейские уже есть за строительство моста, а украинские только собираются ввести. Почему так? Почему Украина очень часто вводит санкции только после того, как санкции ввели США и Европейский Союз за события, которые происходят на территории Украины? На жаль, в цьому питанні Україна, безумовно, повинна була б тримати першість і задавати тон в розширенні і посиленні санкцій проти Росії. Інше питання, що західні санкції, вони є більш болісними для Росії. Ну, взагалі, якщо санкції будуть застосовуватися більшою кількістю держав, і вони будуть мати більший сенс, вони будуть більш небезпечними. Тому зрозуміло, що Росія передусім боїться західних санкцій, санкцій Сполучених Штатів Америки, санкцій Європейського Союзу. Але якби Україна тримала першість, це мало б символічне значення. Це показувало налаштованість українських еліт. Дуже часто те, що Україна відстає, дає підстави нашим західним колегам запитувати, чому Україна грає тут другим номером. Я скажу вам, моя відповідь полягає ось в чому. Мабуть, корінь бід криється в 2014 році, коли еліти, які прийшли до влади після Революції Гідності, не дали однозначних відповідей на кілька запитів суспільства. Це покарання представників режиму Януковича, які колаборували російське вторгнення, які співпрацювали з Кремлем і продовжують співпрацювати, так? І це невизначене ставлення тривалий час українських політичних еліт, передусім вищого керівництва держави, щодо подій, які ми мали на Донбасі. Ми з цього починали в нашу програму. От, і це означає, що от саме через це було сформоване таке гібридне ставлення до взаємин з Росією, коли війна не війна, окупація не окупація, агресія не агресія. Це дало підстави багатьом зловживати на цьому. І, по-перше, в нових політичних реаліях утвердились російські колаборанти. Багато хто з них є депутатами Верховної Ради. Дехто з них вже не приховує своєї антидержавницької позиції, своєї проросійської позиції. От, багато хто має бізнес з Росією, довго говорили про фабрики президента на території Росії, от, і багато чого іншого. А скажите, кстати, как вы думаете, вот эти люди, которые, о которых вы говорите, которые
там имеют какие-то пророссийские взгляды, они усилятся на следующих выборах в Україні? Как ви оцінюєте, как спеціаліст? Знаєте, я вам скажу, що умовний кошик цього проросійського чи лояльного до Росії електорату – це 20%. Це більше невозможно? 20-25 – це верхня планка. І от всі партії, які будуть йти з порядком денним, примирення з Росією, миру за будь-яку ціну, відновлення стосунків приятельських з Росією. От всі вони будуть змагатися за цей кошик. Якщо їм вдасться висунути єдину партію, вона має шанс набрати, окей, хай не 25-20%, але 15-20% точно. Але ми вже сьогодні бачимо, що буде йти кілька проєктів. І, наприклад, там 2-3 партії політичних сил розділять між собою цих 20-25%. Але це достатньо багато. Це 1/5 частина або чверть парламенту. Понятно. Продолжаем нашу программу. С вами Александр Янковский, гость нашей студии Михаил Бессараб, политолог. Мы сегодня обсуждаем европейские санкции в отношении России, украинские санкции в отношении России, а также вот еще один очень интересный момент. На этой неделе в Крым приехало сразу 2, как называют это в Крыму, делегации, это вот просто несколько человек из Чехии и Словакии, которые встречались с подконтрольными Кремлю крымскими чиновниками и делали несколько громких заявлений. Например, приехали в Крым депутат Европейского парламента из Чехии Яромир Кохличек, сенатор парламента Чехии Ярослав Дубрава, заместитель председателя Коммунистической партии Чехии Йосиф Скала. Я не знаю, он депутат или нет, но это на самом деле не имеет большого значения. Так вот, например, депутат Европейского этого парламента Яромир Кохличек в Симферополе сказал следующее: нам важно осмотреть немного все вокруг, увидеть, услышать, как живут тут люди, посмотреть, есть ли здесь тигры, волки и зеленые мужчины. Это дословно так цитирует, приводит его слова. И сказал, что он не поддерживает санкции и выражает уверенность, что отношения между странами необходимо укреплять. А в свою очередь заместитель главы подконтрольного России Крымского парламента Ефим Фикс выразил уверенность, что было бы здорово, чтобы чехи приехали в Крым, а крымчане в Карловы Вары, и все общались и нашли общий язык. На ваш взгляд, Михаил, вот эти приезды в Крым, они для кого вообще? Они для Европы, они для Украины, это какая-то демонстрация, для крымчан, может быть, или для Росії вообще вся ця картинка создається? Передусім для Росії. Це такий символ визнання російських еліт, це спростування це, на думку російських еліт, це спростування маніпуляцій про те, що Росія є державою-вигнанцем. Ось подивіться, будь ласка, до нас приїжджають європейські політики. Це означає, що Росія не втратила міжнародного визнання, а Європа налаштована відновити колишні дружні взаємини між європейськими державами і Росією. Безумовно, це спроба також розхитати єдність західних еліт. Ми розуміємо, що ці політики відверто проросійські, вони в істотній меншості на Заході, але при тому всьому вони мають відповідні статуси, мандати, вони мають трибуну, вони можуть виголошувати певні заяви і розрахунок на те, що їхні заяви будуть породжувати сумніви про те, чи варто продовжувати тиск на Росію, можливо, необхідно якнайшвидше повернутися до колишніх дружніх взаємин. Тому мені здається, що це працює тільки таким чином. До речі, це ще один наслідок, ці європейські політики, які залежать від Росії, наслідок оцих бізнесових залежностей між Європою і Росією. Так? Коли Росія отримала після розвалу Радянського Союзу серйозні можливості для підкупу західних еліт, так? Тобто, можливо, у вигляді якихось інвестицій. Багато історій доведено. Наприклад, там фінансування з боку Росії через Чехію, до речі, Французького національного фронту і пані Ле Пен. Сьогодні була свіжа інформація про те, що засвітилося 12 британських парламентарів, які отримали гонорар за участь в ефірі Russia Today. Не слышал, що це є, я в Твіттері сьогодні читав цю інформацію. Тобто таких, і це періодично трапляється. Тобто нова інформація. Это потому, что у России так много денег, или потому, что это так дешево стоит, такое участие? Ви знаєте, західні політики, у них, звичайно, менші апетити, ніж у наших політиків. Так. Там рівень корупції значно нижчий, у них апетити і запити значно
значно менші. До речі, там в Америці була історія про Фліна, Майкла Фліна, якщо не помиляюсь, коли там викрилося, скільки він отримував заохочень від росіян. До речі, теж по лінії Russia Today, якщо не помиляюсь. То там дуже такі смішні, як для наших політиків, цифри, там десятки тисяч доларів. Якщо я можу помилятись. Але тим не менше, апетити менші. Крім того, для Росії це пріоритет. Агенти впливу, публічні агенти впливу – це основні інструменти дестабілізації і гібресії Росії на території України, на території європейських країн. Вони інвестують колосальні ресурси у так звані медіа, вони інвестують колосальні ресурси в агентів впливу, які повинні хаотизувати політичну дискусію, які повинні створювати відповідне суспільне тло для поширення русского міра, для поширення позитивного ставлення до Росії на Заході. Но вот видите, вот этот самый русский мир, например, уже распространился даже до Словакии. Потому что выступил даже президент Словакии уже Андрей Киска вчера и отметил, что российское объединение байкеров «Ночные волки» рядом со специальными подразделениями, которые выступало во время момента аннексии Крыма, оно сейчас получило базу и располагается, в том числе, одно из их подразделений, этих «Ночных волков», в Словакии. А «Ночные волки», по словам Киски, являются инструментом режима, занимаются отторжением территории соседней страны, аннексией части Украины, что противоречит международному праву. И обратил внимание на то, что Словакия не признала и не признает аннексию Крыма. Как вы думаете, угрожает кому-то еще в Европе сейчас? Безумовно, Росія розгорнула достатньо серйозну географію свого впливу. Тут яку країну в Європі не візьмемо, майже в кожній країні ми зможемо з вами загуглити і віднайти факти чи докази впливу Росії через певних політиків чи через певні політичні сили на внутрішньополітичну ситуацію в кожній європейській країні. Куди не глянь. Греція, Італія, навіть Великобританія, про Францію ми з вами говорили, Німеччина, ці історії з альтернативою для Німеччини відомі, і багато чого іншого. Це пріоритетний напрямок для фінансування зовнішньої політики Росії. Тому не дивно. І ви знаєте, мені здається, доки західні еліти і українські еліти не зрозуміють, що основа національної безпеки – це гуманітарний блок гуманітарних питань, що основа національної безпеки – це не лише ракети, які літають, і це не лише автомати, які стріляють, і танки, які їздять. Це засоби масової інформації і агенти публічного впливу. Бо це ключовий майданчик для вторгнення Росії на територію України і території західних держав. Бо той, хто виграв боротьбу за голови громадян, може бути спокійним. Ракети з того боку вже не полетять. Спасибо огромное за такие мудрые слова. Михаил Бессараб, политолог, был в гостях в студии радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами, мы продолжим нашу программу через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это «Крымский вечер» на радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И в этой части нашей программы мы будем говорить о том, что же ожидать крымчанам от завтрашнего, послезавтрашнего и всех остальных дней, которые будут следовать после 1 августа. Ну и, конечно же, слушайте нас на 105,9 FM в Крыму, смотрите видеотрансляции наших эфиров на страницах Крым Реалии, Facebook и YouTube. Ну и ожидают ли протесты на самом деле крымчан? Да, это мы узнаем. Вот, например, Левада-центр говорит о том, что в России небывалый рост протестных настроений. Готовность россиян принять участие в массовых протестах с экономическими требованиями достигла максимума с начала века. Это следует из опроса Левада-центра. На вопрос, если такого рода массовые выступления, протесты состоятся, вы лично примете в них участие или нет? Так вот, 28 респондентов ответили положительно. Выше этот показатель был только в сентябре 1998 года. 28%, да? А тогда
на волне экономического кризиса протестовать были готовы 33%. Да, в 98 году. Ну и потенциал у протеста с политическими требованиями оказался ниже, да, то есть это экономические требования, а это вот политические требования. Готовность участвовать в нем выразили 23% опрошенных. Тем не менее, это рекордный показатель с августа 2009 года, со времени включения вопроса о политическом протесте в исследование Левады. Но это то, что происходит в России. Я, кстати, не знаю, опрашивала ли Левада крымчан. А вот теперь о том, что ожидает крымчан до того момента, пока не остынет Черное море. То есть фактически до зимы. Ожидает нападение стаи медуз. Вы знаете, Александр, эта новость просто вообще все, что про медуз, с начала нашего вечернего эфира в Ютьюбе в комментариях обсуждают. Да, вот есть теперь... очень много разных вариантов вообще, связанных с медузами. Что же говорят Не люди? все можно читать в эфире на самом деле, да, но вот пишут о том, что медуза слал Порошенко с целью освобождения Крыма путем поедания кацапских туристов. Это цитата. Скоро будут медузы, оставайтесь с нами. Свободу медузам и Савченко пишут. Майк, там Крым голодает, туристы всех медуз съедят. И, собственно, медузы понаехали. Очень много разных вариантов. Конечно, все они имеют политический подтекст. Да, а теперь вот официальная информация. Значит, дело в том, что в этом году морские обитатели заполонили Крымское побережье на несколько недель раньше, чем обычно. А связывают это эксперты с теплой зимой, сообщает Вести Крым. Медузы начинают размножаться с потеплением воды весной. В течение лета они растут и максимальной численности и размеров достигают в конце лета, начале осени, а зимой погибают. Тут, скорее всего, значительная часть взрослых медуз перезимовала, и они начали размножаться раньше, заявил старший научный сотрудник Института охраны окружающей среды Сергей Кривохижин. И, по его словам, в Черном море есть два вида медуз. Яд белых аурелий слишком слабый, чтобы причинить вред человеку. А кого надо опасаться крымчанам, так это медуз с оттенком синего цвета. Это корнероты. Вот именно они могут стать причиной аллергической реакции. Эти медузы способны парализовать даже мелких морских обитателей. Но человек переносит ожог немного легче. И вот почему эта новость будущего дня? Потому что Черное море, оно еще все становится все теплее и теплее, потому что температура воздуха все больше, и море прогревается. Если не будет остывать Черное море, то медузы будут и дальше продолжаться, их будет становиться все больше и больше. Ну вот здесь пишут снова-таки в комментариях в Ютьюбе: Катя, тут все ради медуз, и я очень рада, что вы по какой-то причине действительно с нами в нашем эфире. Оставайтесь дальше с нами, потому что есть еще несколько новостей о важных событиях, таких, которые ожидают полуостров. Ну вот, например, что-то изменится или нет с тем, что в Крыму еще один чиновник из Москвы, российский глава Крыма Сергей Аксенов, назначил на должность заместителя министра транспорта республики Андрея Сидорова, который с 14 по 18 год занимал должность заместителя начальника Московской администрации дорожной инспекции. Назначить Сидорова предложил российский министр транспорта Крыма Юрий Овсянников. Ранее они работали вместе. Да, кстати, вот что еще интересно. Сам господин Аксенов, он показал в соцсетях свое фото с хорьком. Это новость. Это новость вчерашнего дня. Но опубликовал он эту новость, да, в Фейсбуке. Опубликовал такую фотографию, на которой он гладит хорька в своем рабочем кабинете. Связано это или нет, но дело в том, что сегодня он написал, также господин Аксенов, что с 1 августа уже в рабочий отпуск на 2 недели. Никуда не уезжаю, остаюсь в Крыму, буду держать все важные вопросы на контроле. Уже составил для себя график работы, говорится в сообщении Аксенова на его странице в Фейсбуке. А на самом деле, да, как бы уже стали люди комментировать по поводу этого отпуска господина Аксенова. А выйдет ли он вообще из этого отпуска после встречи с хорьком? Ну и к следующим новостям завтрашнего дня. У меня, кстати, есть, Кать, если позволишь, да, у меня есть еще одна новость завтрашнего дня. Она, конечно, имеет прямое отношение к сегодняшнему дню, но дело в том, что сегодня состоялся первый рейс судна на подводных крыльях «Комета» из Севастополя в Ялту. И вот этот первый рейс, он пришел практически в завтрашний день, потому что он опоздал на 20 минут. То есть вот он первый рейс и с опозданием. А причиной тому стала штормовая погода в районе мыса Сарыч. Но по расписанию вышло из Севастопольского порта в 8 утра, должно было прибыть в Ялтинский порт в 10, но однако в Ялту пассажирское судно пришло в 10:20. Будут ли такие опоздания завтра? Ну, увидим уже завтра.
Не каждый может завтрашний день смотреть. Не только лишь все, да. Цитата «не только лишь все», да, но тем не менее. Что у нас еще есть? У нас есть еще такая новость для тех, кто живет в Ялте. К 10 августа будут установлены новые светильники в гранитном покрытии набережной Ялты возле памятника Ленину. Об этом Крыминформу сообщил начальник департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства местной администрации подконтрольной Москве Игорь Носков. При этом Носков напомнил, что по информации специалистов предприятия Ялта-Горсвет, прежние светильники со временем пришли в негодность, нарушилась их герметичность и возникла угроза поражения людей электрическим током. Вот поэтому ялтинцев ожидают новые светильники. Да, есть еще одна новость из Феодосии. По сообщениям крымских медиа, Феодосийский музей Грина представит выставку, посвященную 95-летию выхода в свет повести «Феерия. Алые паруса». Выставка будет называться «Цвет глубокой радости». Вы не так читаете, «Цвет глубокой радости». Цвет глубокой радости. Это прекрасно. Вниманию посетителей будет представлена живопись и графика из фондовой коллекции музея, а также работы феодосийского художника, заслуженного работника культуры Степана Малышева, который также является юбиляром года. В день открытия выставки ему исполнится 85 лет. На самом деле, до многих лет и здоровья господину Малышеву, помню его еще с детства, его картины, да, но я помню опять-таки, да, и ту историю о том, что феодосийскую гордость Степана Малышева городские власти хотят лишить маленькой мастерской, в которой он все эти годы писал свои картины, делал скульптуры и прочие другие свои работы. Ну, не знаю, как сейчас развивается эта ситуация дальше. Ну, информация для родителей, для тех, у кого дети только идут в школу, возможно, да, или школьники уже давно. В Крыму начали работу школьные ярмарки в разных городах и районах Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства промышленной политики республики. И, собственно, на этих ярмарках, таких базарах, как пишут в этом сообщении, что всего на полуострове организовано 12 школьных базаров и 17 ярмарок продаж. И, собственно, также реализация товаров школьного ассортимента будет осуществляться это больше, чем 429 отделов, 247 магазинов, 116 киосков. Ну, то есть, это вот, понимаете, везде, Екатерина, да, это фактически вот то, что обычно происходит каждый год и каждый день можно купить в магазинах, это подается как большое достижение. Большое достижение. Возможно, наверное, скидки, кто его знает. Ну, еще, знаете, такой сомнительный лайфхак. Крымчанин сдал чужой автомобиль на металлолом, но его нашли, поэтому не делайте так. Ну и что, следующая наша рубрика очень важная для нас. Это самые читаемые, самые интересные, по вашему мнению, дорогие читатели, материалы сайта Крым Реалии. Встречайте, главный читатель сайта Крым Реалии Стас Юрченко. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. У меня есть золотая медаль, красный диплом и уголовное дело. С таким заголовком материал на Крым Реалии занял сегодня первое место по читаемости. Это текст о том, как против жительницы Ялты Элины Мамедовой возбудили уголовное дело за 3 репоста в социальной сети ВКонтакте, которые были еще в 14-15 годах. Я не могу сказать, что там было что-то против русских, говорит сама Мамедова. Это было против тех людей, которые пришли на территорию моей страны, Украины, с оружием и с помощью убийств и насилия создали здесь свой порядок. На втором месте у нас блог нашей Заремы Таблаевой, которая проверила, почему же в Белогорском водохранилище нет воды. Оказалось, что прошедшие обильные осадки не спасли от высыхания одну из крупнейших рек Крыма, Бьюк-Карасу. В этом она убедилась лично, посмотрев, что, несмотря на все ожидания, русло реки высохло, и запасы Тайганской и Белогорских водохранилищ так и не были пополнены. На третьем месте у нас Александр Янковский. Вот скажите мне, пожалуйста, о чем же вы вчера... На третьем месте Александр Янковский. О чем же вы вчера общались с Тарасом Загородним? С Тарасом Загородним мы вчера общались на многие темы, и в том числе мы говорили о квартирах в Крыму. Вот именно, у купивших в Крыму недвижимость россиян уже проблемы. Эксперт. Этот заголовок помог этому тексту стать на 3-е место по читаемости в нашем сегодняшнем топе. Крымчан с российскими паспортами пустили в Финляндию по ошибке. Украинский посол. Браво, радио Крым Реалии, новость сегодняшнего утреннего эфира также вошла в топ. Оказалось, что последней инстанцией в таких вопросах, когда дают визу, является не консульство, а миграционные власти, которые же внутри страны проверяют документы приезжих. И когда финские миграционные власти поняли, откуда приехали
эти лица, и что это та самая серия документов, которые выдаются именно в Крыму, они последовали рекомендации украинского МИДа. И... То есть они как бы, эти люди могли приехать в Финляндию с украинскими паспортами, да, без виз. Но они решили получить в российские паспорта визы и поехать в Финляндию. И за это они были депортированы. Будьте умнее, дорогие крымчане, если вы едете куда-то в Европу, пользуйтесь украинскими биометрическими загранпаспортами. Что еще можно прочитать или увидеть на сайте Крым Реалии, и это набирает популярность? Мост открыли, но ничего не изменилось. Туристы из Крыма. Сегодня на сайте у нас было запущено SM-видео, которое мы сделали специально для Фейсбука и выложили еще позавчера. Ведь российские каналы убеждают зрителей, туристы массово едут на отдых в Крым. Владимир Константинов, спикер контрольного в России парламента Крыма, уверяет, что в 2018 году посетят около 6 миллионов отдыхающих. Так это или нет, корреспонденты Крым Реалии решили выяснить у самих отдыхающих, спрашивая у них, откуда они сами и что выяснилось? Или не будем открывать? Мы не тайну? будем спойлерить. Вот, я всем советую зайти к нам или на сайт, или на Facebook и посмотреть это видео, ведь оно того стоит. И я вам скажу честно, что... То есть на видео можно увидеть туристов? К сожалению, да. Некоторые из них там есть, и они, что самое главное, не стесняются показывать своих лиц. Они не стыдятся того, чем они занимаются. Вот так вот, Екатерина. Нам пишут, что «Медузы» в августе — это не новость, это просто тема. Я не могу прекратить общаться с нашими зрителями «Медузы» в в YouTube. августе — это не новость. Да, это не новость, но, очевидно, она сделала наш крымский вечер сегодня, во всяком случае. Незабываемым. С вами были главный читатель сайта Крым Реалии, главный его зритель — это Стас Юрченко. Великолепный наш радиоведущий Александр Янковский. Но мы надеемся, что наши главные слушатели сегодня находятся в Крыму, 105,9 FM или на сайте Крым Реалии. Слушайте нас круглосуточно, работаем только для вас. Спасибо, что вы с нами. Радио Крым Реалии. Пока, до встречи.